Сегодня 15 января 2026 года, 18 часов по Берлину, 20 часов по городу Джахару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Сегодня у нас стрим наш сегодняшний называется «Глобальная эскалация началась. Иран, Азербайджан, Украина, Россия, США». Об этом и многом другом давайте поговорим, но для начала предупреждаю всех тех, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России. Будьте осторожны и заботьтесь о вашей безопасности, друзья. Итак, добрый вечер, Софе. Всех, друзья, я вас приветствую. Хотелось бы начать свой стрим с информации, которая поступает, актуальная информация, которая поступает на сегодняшний момент из Ирана. На 15 января 2026 года массовые протесты и беспорядки в Иране, которые начались 28 декабря 2025 года, значительно ослабли или почти прекратились в большинстве регионов. Вот актуальная картина на основе свежих отчетов Amnesty International и остальных. С 13 по 14 января фиксируется резкое снижение уличной активности. В некоторых отчетах, например, Аль-Джазира от 15 января прямо говорится, что протесты в основном утихли. В Тегеране и улицы патрулируют усиленные силы безопасности, но новых крупных демонстраций почти нет. Интернет-блэкаут продолжается уже больше недели. С 8 января почти полное отключение идет. Это сильно ограничивает поступление свежих видеосвидетельств изнутри страны. Именно поэтому многие новости отстают на 2-5 дней. Власти объявили о контроле над ситуацией. Государственные СМИ показывают спокойные улицы. Губернатор Тегерана заявил об уменьшении числа акций. Иранский МИД и Трамп обменялись заявлениями. Тегеран отрицает планы казни протестующих. Трамп сказал, что ему сообщили о прекращении убийств на улицах, и он будет наблюдать. Воздушное пространство Ирана вновь открыто для полетов после временного закрытия, что также трактуется как сигнал стабилизации. Amnesty International и другие правозащитники называют это массовыми незаконными убийствами беспрецедентного масштаба. С 8 января особенно подтвержденные смерти от Iran Human Rights от 648 до 2500-3000 тысяч, которые сообщают нам Ашар-Ана, анонимные источники, и Минздрав Ирана Reuters. Тысячи арестованных, от 10 до 18, более 18 тысяч. Снайперы вели прямой огонь по толпе, стреляли по бегущим и случайным прохожим. Отключение, то есть вводили ужас, страх нагоняли, конкретно вводили ужас. Так именно было в Сирии, если вы помните. Отключение интернета плюс массовая мобилизация силовиков, включая Басидж и КСИР, сделали координацию акций почти невозможной. Дипломатия и давление извне. Трамп сначала угрожал ударами и помощью протестующим, потом, по его словам, получил заверение от Тегерана, что убийства прекратились. Саудовская Аравия, Катар и Оман также просили США и убедили, как мы понимаем, дать Ирану еще один шанс. Это ослабило внешний прессинг. После 2-3 недель непрерывных репрессий многие люди просто физически устали и испытывают страх и не могут продолжать акции. Плюс казни пока отложены. Например, первого приговоренного Ирфана Салтани не казнили 14-15 января, которого обещали казнить и так далее. Отдельные акции и похороны продолжаются, траурные собрания по погибшим, иногда перерастающие в стычки, подпольная активность, лозунги, граффити, мелкие саботажные действия. В диаспоре на X-митинги в поддержку продолжаются в Европе, США, но внутри страны это уже не массово. Режим держится, пока нет признаков раскола КСИР, армии или среди аятолл.
Хамини и правительство перешли к жесткой риторике, внутренняя война, террористы, но не к переговорам позиции. Массовые митинги, мятежники и уличные бои, мятежи и уличные бои прекратились или сведены к минимуму. Вот так сегодня события развиваются. В принципе, похожий сценарий был не такой кровавый. Начиналось именно так в Сирии. Точно так же сперва вышли люди, которые требовали свои права, которые выступали против режима, за экономические улучшения, за свободы. Но их расстреляли, их многих пленили. Не так массово это было в Сирии, но вот мы видим просто намного массированнее происходят события в Иране. И затем вышли люди, которые готовы воевать. Которые вышли люди воевать. Поэтому я полагаю, может быть, это на короткое время затишье, так сказать, перед бурей, и которая потом может перерасти в новую такую эскалацию, потому что столько уже убитых людей, это, соответственно, ну, по разным оценкам, кто-то говорит больше 600, кто-то, как я сказал, говорит, сообщает 2500-3 тысячи, некоторые сообщают, вот вчера Аяд Дигов говорил, что и поступает информация до 20 тысяч, что тоже не исключено, потому что режим очень кровожадный в Иране, и с учетом того, что блокада информационная, интернет-блокада, из-за этого мы можем многого не знать. Но это говорит о том, что вот если даже 600 человек или 1000 человек погибло, то это уже готовых тысячи рекрутов для того, чтобы воевать против этого режима. А я полагаю, их намного больше. Поэтому потом это перерастает уже в такую военную фазу из противостояния, такого безоружного митингов, безоружных протестов. Это потом уже точные диверсии, теракты, нападения, уничтожение представителей власти, силовых структур. Полагаю, что может к этому прийти. Будем наблюдать, будем смотреть. Саудовская Аравия, Катар и Оман говорят, что это может перерасти еще в нечто большее. Видимо, Иран им четко сказал, что по вам тоже будем бомбить, потому что в этих странах находятся американские базы. Соответственно, будут бить по этим базам, будут бить по этим странам. И автоматически эти страны тоже втягиваются. И то, что они делали заявления неоднократно, и все-таки на какой-то стадии, либо это такая приостановка, потому что люди выдохлись. Первая стадия, когда народ показал, что он недоволен властью, это уже проявлено. Сейчас, я полагаю, будет переход в другую стадию. Если вот 10-18 тысяч, более 18 тысяч арестованных, у них тоже есть родственники, эти люди будут из тюрем, которые будут незаконно или законно, в соответствии с иранским законодательством, их будут привлекать. И, ну, также было вот в Сирии в меньших масштабах все было, но переросло на сколько, на лет 13, да, по-моему. Но переросло вот 12-13 лет были, шла вот гражданская война, потом произошла такая рокировка, сменили одного на другого, и как-то все просто так закончилось. Договорились, так сказать. Поэтому не будем расслабляться, так сказать, будем наблюдать, потому что наш Кавказ это может коснуться напрямую. Южный Кавказ, Азербайджан, Армения тоже могут быть втянуты. Армения является ближайшим союзником Ирана. Азербайджан не является союзником Ирана, хотя в Иране проживает, по некоторым оценкам, до 40%. До 40% азербайджанцев. Вот такая вот ситуация. Будем наблюдать. Одновременно
Одновременно с этим происходят события, страшные события. Продолжается война в Украине, против Украины, развязанная фашистской Россией. Киев обесточен в это холодное время. Россия, как обычно, ведет войну с мирным населением, как она ведет и в Германии, поджигая через своих прокси, своих полезных идиотов, поджигая теплые электростанции, совершая разные диверсии, террористические акты. Посмотрим, что будет происходить далее. Будем наблюдать. Давайте я перейду, друзья, к вашим вопросам, вашим комментариям, и давайте это и другое обсудим. Пишут, что в Иране убито от 12 до 20 тысяч. Да, Старсклайд, вот я это уже озвучил. Привет, привет. Шалом, Иркин, шалом, дорогой. Валейк салам, Шамиль, приветствую. Но в Иране население тоже больше 92 миллионов. Да, в Иране население сопоставимо с населением России. В России тоже где-то около 90 миллионов. И вот в Иране столько же. Рано или поздно снесет этот режим, по-любому 40 лет под санкции к хорошему не доведут. И деньги обесценились уже. Европа будет дальше давить. И шансы это продажи нефти в Европу. Да, Иркин, с одной стороны, конечно, ты прав, но нужно учитывать, что не только Иран находится под санкциями, Северная Корея находится под санкциями, там Куба находится, Венесуэла находилась и сейчас пока еще находится. Но сам факт того, что если есть определенные силы, которые помогают, например, Китай и Россия, и Северная Корея кровно заинтересованы, чтобы Иран выстоял. И чтобы как можно больше он сопротивлялся против Запада, против Америки. В этом они заинтересованы. Это отвлекает силы Америки и как бы такой большой союзник, как Иран, и очень мощный союзник. Это может привести к тому, что Иран может выстоять долгое время выстоять. Раз он 40 лет стоит, он может еще 40 лет. Иран, нужно признать, Иран это древнейшая цивилизация, это очень самодостаточная цивилизация, самодостаточное государство, союзник, ближайший союзник России, очень-очень грязные методы применяет Иран, террористические все группировки финансирует. На религиозной почве это все делается. Это несмотря на то, что там шиитов много, и государственная религия шиизм, но при всем при этом и на суннитов, и на других, особенно на шиитов, но и на суннитов тоже, они их финансируют, вооружают, под видом суннитов выдают фетвы, ну просто инструмент. Здесь религия не играет никакой роли, кроме как инструмент. Я не думаю, что эти, последователи верят, наверное, а вот тот, кто стоит над, не думаю, что они верят в то, что они говорят, но вот таким вот образом используют. Они вместе с Россией, и я думаю, Китай тоже не оставит Иран, потому что потеря Ирана для Китая тоже большая. Венесуэлу они потеряли, потеря Ирана тоже очень большая, как некоторые утверждают, те же самые китайские аналитики разные, что это больше даже, чем потеря Венесуэлы. Посмотрим, будем наблюдать, так сказать. Причем большинство из 12 тысяч, 20 тысяч убили 8-9 января, так пишут. Вполне возможно, вполне возможно. В Иране 18 миллионов азербайджанцев, около 20%. Курдов 9 миллионов, персов 45 миллионов, почти половина населения. Но не знаю я смотрел одного комментатора, он говорил, что никакой переписи не было проведено, и точно фактов, точно данных нет по этому поводу. Поэтому не могу сказать. Я этого не знаю. Так. Надо депортировать русских из Германии, говорит. Да, может быть, кого-то исследуют, да, пророссийских, пропутинских отсюда депортировать.
Но знаете, россияне озабочены мусульманами, которые здесь, как кот наплакал в этой Европе. Россияне, российские пропагандисты, которые всю жизнь были пропагандистами, озабочены мусульманами, а не российскими или русскими, которые здесь проживают. Поэтому, не знаю, самая большая угроза там радикальный ислам, ну хотя бы и так говорят радикальный ислам, но уже, знаете, после того, как уже столько уже вылито фашизма исламофобского, что уже как-то не очень верится, когда говорят про радикальный ислам. Раньше, когда казалось, ну да, там борются там с радикальными исламистами. Одни борются здесь, в Европе, борются там с евреями, другие борются с мусульманами. Реальные зачинщики, вроде там Ирана, России, не знаю, Китай, может, за этим тоже стоит. Что-то их как-то особо не трогают. Видимо, нужно быть сильным и с атомным оружием, чтобы о вас не говорили ничего плохого. Наверное, так. В России пишут 140 миллионов. Причем 40 лет назад столько нет достаточной рождаемости, у Кавказа столько нет. Ну, Россия, конечно, у России древняя традиция мертвые души писать, понимаете, приписывать мертвых душ. Поэтому это очень хорошая возможность пилить бюджеты, да, заниматься этим всем. Поэтому я не верю, что 140 миллионов есть. На России, я помню, еще, наверное, лет 10 назад это было, какая-то барышня из вот, министерства, там, где там какой-то там подсчет идет с какого-то учреждения, она выдала информацию, что, по-моему, из ЗАГСа, что ли, по сравнению с умирающими и рождающимися, да, их всех регистрируют, всех людей, что где-то в пределах 90-89 миллионов было. И ее уволили, я помню. Ее за это уволили. Такую информацию она выдала. И с тех пор я не верю. Ну, очень удобно, да, если на 30 миллионов, на 50, да, если у вас 90 миллионов, написать 140 миллионов, во-первых, это как бы угрожающе, потом это показать, что другим народам, которые там находятся внутри Российской Федерации, что их меньше всего, меньше всего. То есть там мусульман, там нерусских, разных всяких, там 20 миллионов, там, или 30 миллионов, 20 миллионов, по-моему. А все остальные, там, русские, там, православные и так далее, и так далее. Это очень удобно таким образом говорить, ну, нас же больше, поэтому мы должны думать о русском языке, о русских, там, и так далее, и так далее. Но на самом деле я полагаю, что реально эта цифра очень подходит на 90 миллионов. Вы можете просто посчитать сами, просто задайте искусственному интеллекту информацию, сколько в среднем человек потребляет муки и мучных изделий в год. И сравните, какие страны сколько потребляют мучные изделия, хлебобулочные изделия, вот все, что связано с мукой, зерном и так далее. И вы приблизительно поймете, сколько Россия потребляет, это открытый источник, сколько она зерна закупает, сколько она продает, и вы поймете, сколько приблизительно россиян находится. Я полагаю, что, ну, вчера, некоторое время назад с Аядом говорили, он сказал, что около 40 миллионов нерусских. Если 90 миллионов, то где-то 50 миллионов русских и где-то 40 миллионов нерусских всех, которые есть. Вот приблизительно такая цифра, грубо говоря, там 60 на 40 или 55 на 45% выходит соотношение. Правда, некоторые нерусские больше русские, чем русские. Поэтому это так, на всякий случай. Поэтому я думаю, не так много, как они пишут. Я не верю просто. Просто не верю. Во всем. Просто патологически, тотально, во всем. Почему они здесь должны говорить правду? Тем более, когда здесь просто необходимо, жизненно необходимо для такой большой страны,
иметь много хотя бы на бумаге, ну и, конечно же, зарабатывать. Это самый конек, самое главное, что у них есть, это зарабатывать. Представьте, если у вас 90 миллионов, а записано 140 миллионов, это 50 миллионов мертвых душ, понимаете, 50 миллионов мертвых душ. Все эти президенты, все эти депутаты, все вот этот чиновничий аппарат, выделяя деньги там, пенсии, там, социалку, еще там, что они там детям, хоть копейки, но все равно. И вот таким и никто не будет возмущаться, наши пенсии нам не пришли и так далее, если у мертвую душу заберете. Так, древняя Персия была цивилизацией в свое время. Да, да, ну, древняя цивилизация, она бесследно все равно не исчезает. У людей остается и гордость за нее. И знаете, чем хороша настоящая история, той, которой у России нет, и почему она начала войну против Украины, именно же за украинскую историю, потому что без истории, настоящей своей истории, у вас нету фундамента, у вас не на что опереться. А у Ирана есть древнейшая культура, и вы все равно, какая пропаганда вам не навязывалась, как бы вас не пытались дезориентировать, вы будете придерживаться своей вот этой древней культуры, древней истории, и благодаря этому это очень важно, очень важно. Почему евреи так держатся? Евреи везде, во всех священных книгах указаны, написаны их древняя история. И в Коране, и в Библии Иисус сам еврей, в Торе, и они прекрасно понимают, что мы все знаем, что это древний народ и так далее. И они держатся за это. И физическое уничтожение только. Мы, чеченцы, тоже так же держимся. Мы такие же, наверное, древние, как и евреи. Но Россия делала, русская империя, фашистская империя делала все возможное, чтобы не осталось у нас истории, чтобы сделать из нас Иванов, не помнящих родства, такие, какие они сами есть. Русский народ, как мы знаем, искусственный народ. И все отщепенцы от разных народов, насильно завоеванных, оккупированных, они становились фактически русскими. Да, если ты отказываешься от своего, все, ты русский. Все, тебя те принимают в свою. Вот такая вот ситуация. Поэтому Иран древняя цивилизация, и они будут, я думаю, еще долго существовать. Дай Бог им всем долгую жизнь. Главное, чтобы они не начали воевать вокруг. Но они от этого тоже не откажутся. Это верхушка власти, она будет держаться до последнего. Там это у них с религией все это завязано. Я полагаю, знаете, что может произойти сейчас, особенно с того, что вот сейчас вот этого Джалани, Малани, там есть этот чувак в Сирии. Я думаю, он может там начать какую-то движуху против Ирана. Посмотрим, что там будет. Но именно вот такая вот террористическая война, да, террористическая диверсионная война, это может очень долго длиться, так сказать, долго длиться. Русских почему-то мусульмане в Европе волнуют, но при этом свою страну довели до крайней нищеты. Да. Отличие шиита и суннита в том, что у суннита Мухаммад, у шиитов Али. Но по идее, да, это не совсем так, но можно, вот сейчас я тебе точно скажу. Главное, после смерти пророка Мухаммада, мир ему, в 632 году, мусульмане поспорили, кто должен стать следующим лидером после Мухаммада, халифом, имамом. Тогда были вот праведные халифы. 90% мусульман, это сегодняшние сунниты, считали, что лидер
халиф должна выбирать община или ее представители. Первым стал, как известно, Абу Бакр, друг и тесть Мухаммада. Потом Умар, потом Усман. А уже четвертым Али, двоюродный брат и зять Мухаммада. Да. Для суннитов главный авторитет – это сам пророк Мухаммад и его сунна, мир ему. При жизни хадисы о его сподвижниках Али уважают как четвертого праведного халифа, но не более других. Шииты 10-15%, в основном Иран, Ирак, Азербайджан, Бахрейн, Ливан, считают, что Мухаммад сам назначил своим преемником именно Али, при жизни еще назначил его своим преемником, и его потомков по линии Фатимы, дочери пророка. По их версии, власть должна была оставаться в семье пророка, Ахаль-аль-Байт, дом пророка. Потом шииты особо почитают Али как первого имама, а потом его сыновей Хасана и Хусейна. И дальше цепочку имамов до 12-го у большинства шиитов. Имамы считаются непогрешимыми и обладающими божественным знанием. Вот такое различие идет. Фактически Коран они признают, Мухаммада они признают, но вот они считают, что они прямые потомки вот этих халифов, которые идут. Вот сегодняшний Хаминеи, вот который у них там сейчас есть, он считается у них наместником. Он заменяет вот реального халифа, который где-то там проповедует, где-то он живой там или где-то он там существует. Но он вот наместник прямых халифов, так как они не прямые халифы, родословная чуть-чуть у них не такая. Они говорят, что вот настоящие вот этот потомки Али, они где-то там есть. Но мы сейчас пока замещаем, пока они не придут, пока у них интернета нету. Надо сказать, что Илон Маск, чтобы им Starlink провел, чтобы быстро вышли на связь. Вот так считается. Потом еще отличие есть здесь, что, например, шииты говорят, что придет Махди. И он самый главный человек считается, Махди. И суннитов тоже этот Махди присутствует вот в этой религиозной интерпретации. Но он не главный, который придет перед концом света, придет Иисус. У суннитов придет Иисус придет. А у шиитов Махди главный считается. Хотя у суннитов тоже Махди придет. Но самым главным, который будет бороться со злом, считается Иисус. То же самое говорят и сами христиане, что будет второе пришествие Иисуса и так далее. У суннитов и у христиан в этом смысле совпадение. У шиитов и своя интерпретация, они говорят, что будет Махди. Вот такая вот. Потом отличается еще, по хадисам отличается. Хадисы это вообще, туда лучше, там, как говорится, без особых знаний, лучше не разбираться в этих хадисах, потому что есть хадисы настоящие, ненастоящие, сомнительные, это вообще бред собачий. Сомнительные хадисы, как можно вообще даже употреблять такое выражение, или он настоящий, или он не настоящий. А хадис это твоя историческая биография, о чем какие-то там исторические очерки о человеке, который совершал те или иные действия, как о любых великих людях, которые говорили. Также вот есть и про Мухаммада. Но некоторые эти хадисы начинают ставить выше Корана, что тоже как бы нельзя делать, потому что, вот такая вот там большая. А хадисы чем удобны? Удобны хадисы, Коран-то он написан, да, там есть люди, которые его наизусть знают, там из поколения в поколение передается это, есть написанные Кораны, поэтому как бы в принципе тут ты ничего не можешь изменить из Корана, да. А с хадисами ты можешь сказать, что вот там 9, например, какой-нибудь там халиф или какой-нибудь кто там, шейх, имам, там, кто у них там главный, он может сказать, например, хочет жениться на 9-летней, 10-летней девочке. Он может сказать, вот, а ну-ка, давайте своим вот этим звездочетом сказать, найдите где-нибудь там, как Мухаммад женился на 9-летней девочке.
И вот берут, садятся, звездочеты пишут. Они же должны так написать, потому что они на работе делают. И все, и потом вот это все расписывается. Поэтому хадисы, конечно же, есть настоящие, как любые исторические очерки о любом человеке, о великом, древнем, каком-нибудь авторитетном человеке из истории, обо всех там. И о любом человеке, который известные о нем писали, и кто биографию его изучал и так далее. Ну, а есть просто выдумки, абсолютно выдумки. Ну, сейчас нас довели до состояния, что мы Коран должны отодвинуть и говорить про хадисы. Что вот он хадис, вот он хадис. И если ты говоришь, подождите, да, я верю, что есть хадисы, это нормальная практика о любом человеке, уважаемом, а Мухаммад, как известно, мир ему, самый уважаемый, почитаемый, самый, я сказал бы, результативный человек в истории человечества. И у него самое большее последователей его толкования. У него не быть тоже вот этих хадисов не может, не могло быть. Но ставить хадисы выше Корана, ну, это просто невероятное просто заблуждение, мне кажется. Но, опять же, тот человек, который говорит, ну, про Коран, что вот Коран это вот священная книга, да, и мусульмане считают, христиане Библию считают священной, божественной книгой, и иудеи Тору считают священной, и все они говорят, в принципе, об одном и том же. Самое интересное, я не понимаю вообще суть конфликта. Если бы вот эти люди захотели, они сели бы и договорились, вот эти ученые, вот эти в религиозной сфере, они сели бы и спокойно между собой договорились бы и спокойно все порешали бы. Ну просто правителям разные экономические, национальные интересы, они не позволяют делать. Лучше воевать, обманывая людей, используя религию как инструмент. И человек, который говорит, что вот там, я вот 100% верю в Коран, а вот хадис, например, я могу сомневаться. Его клеймят коранитом. Это вообще, это как такое? Человек, который верит в Коран, он мусульманин, а его клеймят новым каким-то именем, коранитом. И, ну, это такие, это все такая большая, сложная, многоуровневая, лживая пропаганда, которая веками, не сегодня это началось, веками это все идет, что нам очень осторожными должны быть. Веришь в Бога? Верю. Бог тебе говорит, вот есть ты и Он. Все. Есть, веришь ты в Коран или в Библию, берешь, изучаешь и сам, без попов, без мул, без никого. Если не хочешь быть инструментом, чтобы тебя использовали. Мне кажется так, потому что очень много зла под именем Бога производится. Что христианами в истории, что мусульманами, всегда это было. Всегда это было, и будем надеяться, все религии, не только вот эти три авраамические, еще и есть буддизм, и много-много разных течений, ответвлений, и тоже много-много убийств, зла, горя, придумывая просто, что хотят, придумывают. Так, дальше. Аслан, на Кавказе тоже приписывают мертвые души. В Дагестане 3,3 миллиона, Чечении 1,5 миллиона, Ингушетии 0,5 миллиона. По факту на 12-24 меньше. Это специально завышают, чтобы больше дотаций с Москвы получать. Я знаю. Я вот про Дагестан не могу сказать. Я знаю про временно оккупированную Ичкерию. Да, там приписывают абсолютно 100%. Не может быть там 1,5 миллиона человек, когда там 300-400 тысяч в Европе находится чеченцев. В Европе и в мире вообще разъехавшись. Если убили больше 250 тысяч человек, ну уже, грубо говоря, 500-600 тысяч человек, да, может больше 600 тысяч, 700 тысяч. И чтобы еще там 1,5 миллиона, не верю я, невозможно. Вот, когда первая русско-чеченская начиналась, было миллион. Миллион об этом писали, говорили, там, пусть, может быть, не совсем точно и так далее. Но я не верю, что там 1,5 миллиона. И, конечно, да, это делается для мертвой души. Но это не только Дагестан получает эти там на 3,3 миллиона, или там Ингушетия, или кто-то другой. Нет.
половина, если не больше, остается в Москве у чиновников, которые выписывают им эти чеки, выдают им из бюджета. Это все остается, большая такая львиная доля воруется самой Москвой. И, конечно, а эти все вот эти наместники, которые поставлены, они, конечно, тем же самым занимаются, да. Это я давно заметил, давно об этом уже говорил я, помню, и я лично не верю, что, ну, соответственно, если 1,5 миллиона в Ичкерии, то 3,3 миллиона в Дагестане тоже не верю. Хотя в Советском Союзе у русских было 2 детей, семья, например, у чеченцев 5-7. Да? Алейк салам. Кавказ 95. Почему ты не уберешь это 95, а? Евреи сплоченный народ. Ну, у евреев такая ситуация. Им нужно быть вместе, потому что раздельно у них большие проблемы могут возникнуть, конечно. И надо всем нам учиться у них. Ну, выскажи мнение насчет Гренландии, говорит Сократ. Ну, смотрите, Платон мне друг, но истина дороже, как говорится. Соединенные Штаты Америки – это та страна, которую я бы хотел, чтобы нам помогла, которая пока не помогает нам. Дания – это страна, которая очень много помогла нам, чеченцам. Датская гуманитарная помощь – это было спасение для чеченского народа. Ну, отбросим и то, и помощь их отбросим. Это есть международное право, есть люди, которые живут в этой Гренландии. И если США, спецслужбы США, я думаю, Трампу как-то все равно, там, может, какие-то полезные ископаемые в этой Гренландии 100% есть, подо льдом еще неразведанные и так далее. Без сомнения, они там есть. Это тоже очень важно. Важно для Соединенных Штатов занять позицию перед новым построением, новой архитектурой безопасности мировой. Но я не считаю приемлемым, чтобы такое государство, как Соединенные Штаты Америки, с таким государством, как Дания или гренландцы, с гренландцами разговаривало вот таким языком ультиматума. Если Америка сильна не только же тем, что у нее много оружия и денег, она сильна уважением. Если она будет терять это уважение, видимо, может после Трампа что-то изменится, а может еще хуже будет после Трампа. Может кто-то новый, кто придет после Трампа, он возьмет эту линию и будет вести в этом же направлении. Поэтому это мир, это дорога, это катастрофа, это дорога в никуда. И нарушение международного права, ну, я это не принимаю. Никак. Но я понимаю, что Соединенным Штатам нужны свои гарантии безопасности, что они должны быть сильными, что они должны противостоять, мы все должны быть вокруг них и так далее. Ну, против кого вокруг них? Ну, допустим, Чеченская республика Ичкерия имеет какие-то там стратегически важные для Америки вещи. И она говорит, я забираю. Ну, нас спросить нужно? Я не согласен с этим. Конечно, нужно спрашивать, нужно разговаривать с людьми, и уважение должно быть. Нет уважения к миру, не будет уважения от мира к Соединенным Штатам. Поэтому вот так я это вижу. У нас даже было случай в мечети, что из-за слова «Аминь» кто-то сказал вслух, и это его сразу же ударило.
У меня дебилизм. Да, конечно, Иркин, это такой дебилизм. Это самое страшное, что вообще может быть. Мы вот увидели вот это, знаете, невежество вот этой религии, абсолютный фанатизм. Это зло. Это не просто слова. Это катастрофа. И эти люди должны, либо их нужно там постоянно просвещать, объяснять. Но нет, никто этого не занимается, понимаете? Элементарные вещи, нету таких просветителей, кто изучает. Есть какие-то обученные специальные муллы, с которым платят деньги, которых отправляют вот эти исламские вот эти учреждения. В Египте их там подготавливают, еще где-то подготавливают. И потом вот свою линию гнуть. Не ради людей, не ради того, чтобы там он там человек добился какого-то божественного довольствия, да, а делается для того, чтобы управлять массами. Вот что самое страшное. И вот мы ничего не знаем. Слава Богу, сейчас появились искусственный интеллект, появился возможность есть разобраться. Но многие просто настолько невежественны, они никуда не лезут. Им кто-то сказал пропаганду, он ее просто тупо повторяет. Вот и все. А это очень страшные вещи на самом деле. И не только исламские там туда-сюда. Сейчас просто выгодно было заниматься исламом, потому что весь мир начал заниматься полезными ископаемыми арабских стран и Ближнего Востока. А там много всего всякого полезного. От нефти, газа, всего остального. И тогда было просто выгодно. Все сейчас акцентировали внимание на исламе. Россия это подхватила, начала использовать. Но даже вот раньше против Израиля воевали же большевики, коммунисты, большевики, вот эти сектор Газа там, и все остальные, там, палестинская автономия. Они все занимались такими марксистами, ленинцами были. А потом уже после развала Советского Союза, когда идеология коммунизма перестала существовать, они просто воспользовались вот этой темой. И тогда Иран тоже пригодился, он как раз на этой волне находился. И сейчас находится на этой религиозной волне. Это очень страшная вещь на самом деле. И я надеюсь, что когда-нибудь это закончится. Но не только мусульмане, и христиане, и иудеи, и буддисты, и все занимались очень страшными вещами. Если начать это эскалировать, это можно очень далеко зайти. У каждой религии найдется, в каждой религии какие-то интерпретации, можно вырывать оттуда что-то. Ну, это ужас просто, это очень страшно, это очень опасно. Очень опасно. Когда она попадает в руки просто самым настоящим маньяком в руки попадает. Вот эта религия, и они ею управляют, воздействуют на людей. Это страшно. Раньше хадис не были не настоящие или сомнительные. Хадис есть хадис. Только в последнее время по историческим меркам начали придумать не настоящий или недостоверный хадис. Я не знаю, Старклайд, я не знаю. Не могу сказать, когда это началось. Я думаю, что это было очень давно. Я думаю, что не сегодня только люди стали использовать религию, как мы понимаем, в своих личных целях. Они ее использовали, ведь это всегда было. Всегда это было. Почему в исламе считается 4 праведных халифа, а остальные просто халифы? Потому что после этого пошла вот эта вся катавасия. Так же было и в других. Посмотрите, тот же Ватикан возьмите. Там очень часто, не часто, но уже сколько раз мы слышали про педофилию, про разные там такие страшные вещи, которые эти совершают. Да? Ну, короче говоря, вещь такая очень аккуратно надо к ней относиться, не задевать и людей, с одной стороны, которые верят в свою религию, свое писание, но и одновременно нужно нам понимать, что мы не можем быть слепыми котятами, которые в 21 веке, когда у нас есть возможность, раньше, когда люди не умели читать даже, он приходил и слушал, что ему там имам или там поп рассказывает. Или раввин рассказывает. Сейчас у нас есть возможность читать, есть почти все люди умеют читать. Можно просто брать, самому читать. Сейчас есть искусственный интеллект. Проверять, задавать, спорить, вычитывать уже непосредственно. Брать саму книгу и смотреть, сверять, что Библию, что это. Поэтому самое главное правило, милостливый и милосердный должен быть человек. И
И нет посредника между Богом и нами. Все, не нужен нам, ни поп не нужен, никто не нужен. Все, есть ты, есть Бог. Очень удобно. Нет, ты не можешь. Ты не можешь, потому что, типа, сам толковать не можешь. Потому что если ты сам начнешь толковать, да, конечно, не все разберутся с этим и так далее, это тоже верно. Но с другой стороны, ты выходишь из-под контроля вот этих мул, вот этих всяких имамов там вот и так далее. Смотрите, все имамы на России, попы, имамы, все остальные, это агенты КГБ еще с тех времен. Других просто нет, не существует. Причем ты не должен верить в Бога, если ты хочешь становиться еще в советское время, когда в медресе, единственном медресе там обучали, мне человек рассказывал, я знаю историю, что сдает экзамен студент в этом медресе, а ему стакан вина наливают и подают. И вот он должен выпить. Понимаете? Выпить это вино. Если он выпьет, он сдает экзамен по исламу, там туда-сюда. Все, этот человек надежный. Он не верит в это все, то, что написано. Все, чисто. А если ты веришь, ты искренен. Все, ты не нужен, ты опасный. Так и везде, так и везде. Такая вот интересная, короче. Просто не будьте инструментами, вот что можно сказать. Так, давайте дальше. Гренландия нужна, потому чтобы не соскочили ответственный момент. Не понимаю. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Имяз дурас, совиншо дуи, ривожи, еще мяз дурас. Шайн раск шеллил номер, яц, это и тувай, 95 то ли. Совин номер ризам, совин шодаризам олаш. Ты не первый, кстати, у тебя придумай что-нибудь другое, да, с Кавказ 95. Сразу вы палитесь. Вы 95, знаете, когда в концлагерях нацисты людей содержали, они делали номера, вот здесь есть, на которых номера есть, которым номер выдавали. Так вот, нас уничтожили почти 25%, и нам присвоили номер 95. И вы с гордостью себе ставите. Это так, короче, знаете, как в нацистском лагере тебе дали, и ты гордишься этим. Не очень по-чеченски, я вам скажу это, да. Но не все и чеченцы это пишут. Некоторые под видом чеченцев себя тут изображают чеченцами. Что ты думаешь о происходящем в Иране? Ну, я говорил в начале своего стрима, вы можете немножко перемотать. Я думаю, что в Иране еще не все закончено. Еще не все, вроде чуть-чуть притихло все. Сейчас пока люди зализывают раны, разбираются, что к чему. Выявляют, кто был активным со стороны иранского режима, который занимался убийствами, нападениями. И по ним Трамп не зря сказал, записывайте их имена, данные и так далее. И по ним будут наноситься удары. База США находится в Гренландии, вроде с 1951 года. Зачем США захватывать Гренландию? Вот я тоже не могу понять. Почему-то Трамп говорит, если мы не станем собственниками Гренландии, то это могут сделать Китай и Россия. Мне приблизительно такую же речь я, по-моему, слышал от Владимира Путина. Если туда не придем мы, то туда придет НАТО, то мы это будет, то мы то будет. База есть, но мы, говорит, мы не будем воевать за нее. Типа, может быть, что-то знает Трамп. Может быть, реально китайцы и русские решили высадиться на Гренландии, захватить эту Гренландию и поставить перед фактом, например, Европу, Данию, и сказать, ребят, вы извините. Но в таком случае вот эти исчерпывающие свои доказательства Трамп должен предъявить просто правительству Дании, датским спецслужбам и сказать, ребят, вот такая ситуация.
Что мы считаем? И зачем вообще тогда НАТО, если на Гренландию нападают, и никто за нее не заступается, за эту Гренландию, за эту Данию тогда? Тогда за что это за 5-я статья НАТО? Ну, короче, очень странно. И база есть, да, но он говорит, ну, если там она не будет нашей, ну, видимо, там что-то полезное ископаемое есть, очень мощные полезные ископаемые. Потому что если ты берешь в аренду, то ты не можешь добывать оттуда нефть, газ там и все, или там какие-то платины, или еще какие-то редкоземельные металлы. Может, с этим связано, потому что, ну, вы, конечно, меня извините, Соединенные Штаты великая страна, но президент, который занимается личным обогащением, такой истории, ну, такого откровенного в Соединенных Штатах не было. Я всегда высмеивал этих лидеров, которые разных диктаторских режимов, которые там вокруг собирали всю свою семью, родственников там и так далее, и так далее. И мы сейчас видим биткоины, просто президентом становится Трамп, и сразу, не помню сколько, 20 миллиардов, что ли, долларов за биткоины какие-то, или не помню, какие-то колоссальные какие-то суммы даются. И это как бы легализуется. У меня просто, я не понимаю, что происходит, если честно. Я не понимаю, как это так, такая страна с такой историей и так невероятно, сложно. Валейк салам, Лайманаз, Машвой. Пуйло задумал СВО в Армении. Вполне возможно, не то чтобы задумал, я думаю, что какие-то силы в Армении, Армения всегда была союзником Ирана и России, и сейчас приходом Пашиняна, которому я лично симпатизирую, человек очень правильно, мне кажется, в правильном направлении ведет страну, пытается ее вести. И дай бог, чтобы у него получилось, и больше армян стало на его сторону, армянских граждан, чтобы его поддерживать и в мире. Я, по крайней мере, буду пока поддерживать, пока по чеченскую тему он пока не высказался про наш вопрос, потому что Армения всегда была вот таким российским, пророссийским форпостом, и руководство, в первую очередь, то мне кажется, это может быть связано с тем, что просто силы, которые антироссийски настроенные, то есть которым я симпатизирую, и мы все, да, симпатизируем, их немножко припугнуть. Вот, смотрите, и все, армяне испугаются, ну, смотрите, сейчас Россия будет на нас нападать, там еще, там что-то как-то. Ну, так как-то, я думаю, что, может быть, припугивают, ну, запугивают, потому что Армения не должна, по их взглядам, меркам, стать на сторону Запада, Америки. И я думаю, Пашинян для них реальная угроза, которому небезопасно, я думаю. Ну, хотелось бы, чтобы Армения вышла из орбиты вот этих диктаторских режимов, стала нормальной европейской страной. Я был бы рад этому, очень, очень. Nice to meet you. Привет, Аделет Талон. Мне кажется, Трамп хочет захватить Гренландию, потому что там много полезных ископаемых. Ну, это тоже объясняет, на самом деле. Но это вообще тогда. Это, ну, извините, это никак не принимается.
Такой интересный тут бат-грузин зашел. Вспомните, говорит, 1000 лет назад. Как будто надо вчерашний день вспомнить. Да? Это всего лишь 1000 лет. Что там было 1000 лет назад? Ах, там. Тогда, кстати, интернета не было. А может и был, я точно не помню. Да. Ну, вообще, такие интересные люди бывают. Ты где, брат, находишься? Я в Германии нахожусь. Шейк. Так, куда делась? Валейк салам, Аслан салам из Баку. Валейк салам, суетолог. А, суетолог. Давно тебя не было. Валейк салам, Баку. К сожалению, наши враги не дадут объединиться Кавказ и в центре, и в Тбилиси. В смысле, объединиться Кавказ с центром Тбилиси? А почему центр Тбилиси, а не Баку, например, или Ереван, или Джахар-Гал? Почему нет? Мне без разницы на самом деле. Я за то, чтобы объединялись. И мне Тбилиси прекрасный город, просто великолепный город. Грузины наши дорогие, любимые братья, наши дорогие, любимые соседи. Конечно, но не знаю, не дадут. Что значит не дадут? Что значит не дадут? Мы должны сделать так, чтобы мы переступили это. Конечно, не дадут. Нам сколько мешают. Мы уже сколько лет в оккупации находимся. Понимаете? Если в Иране будет война, коснется ли это Азербайджана? Я думаю, Шайк, да, конечно, это коснется. И мы как раз обсуждали, еще в прошлый, позапрошлый стрим обсуждали, о том, что Азербайджан будет помогать, или уже помогает азербайджанцам или каким-нибудь силам в Иране. Одновременно с этим готовится проект Кечкин, называется. Проект Кечкин. Это главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Дмитрий Кечкин, который был в Дагестане долгое время главарем. Ну, не главарем, от опера начинал до замглаваря. Потом его перевели в Ингушетию, он год побыл. И в 24-м, по-моему, если не ошибаюсь, 2 года назад, 3 года назад, вот в это время, его перевели уже в Ичкерию оккупированную, и он там уже сейчас занимается. И сейчас он стягивает всех своих подельников, и, знаете, они начинают раскачивать вот эту ситуацию с Лезгинистаном. Я с большим уважением отношусь к лезгинам. Я лично знаком, дружил с лезгинами. И это очень порядочные, очень хорошие люди. Это древнейший народ на Кавказе, это автохонный народ на Кавказе. Это не тысячи лет, 3, 4, 5 тысяч лет живут на нашем Кавказе. Мы жили в одной стране, мы воевали в одной армии, в одном государстве. Мы, лезгины, другие все наши, кто давно с нами проживает. И я всегда за то, чтобы у лезгин было свое государство. Ну, они пока сейчас речь об автономии там и все такое. Но если есть народ, а это не маленький народ относительно нашего Кавказа, некоторые говорят 300-400 тысяч проживает на территории Дагестана, России, на территории Азербайджана где-то 200-300 тысяч, короче, 600 тысяч, 700 тысяч может набраться. Большой народ, братский нам народ, мы уважаем, с большим уважением относимся. Мне пытаются сейчас навязать, чтобы я там что-то про лезгин сказал, чтобы меня представить врагом лезгин, чтобы там от меня, ну, от имени лезгин меня там матерятся, пишут мне там, причем на чеченском языке пишут. Таким образом, пытаются просто, я никогда, потому что все было искренне и честно всегда, никогда ничего не говорил, наоборот, поддерживал и государственность поддерживаю. Но я единственное, что сейчас призываю всех лезгин, чтобы вас как ДНР и ЛНР не использовали в Украине,
против Азербайджана. Я призываю, чтобы мы подождали чуть-чуть с вашим определением государственности, автономии и так далее. И под религиозным соусом, как таран, хотят Лезгинистан использовать, как, знаете, как фитиль для поджога, как детонатор, как запал хотят использовать. И я это вижу, к этому все ведется. И, конечно, и чеченцев туда будут привлекать, и всех там другие народы Кавказа, и Ингушетию пытаются. Для этого проект Кечкин называется. Поэтому, если есть народ, если у него есть своя земля, лезгины есть, древнейший народ, своя земля есть, великолепные люди, и они имеют право на свою государственность, но я просто призываю всех, это жизненно для лезгин в первую очередь необходимо, для того, чтобы не поддаваться на провокации, не создавать никаких там государств, пока оставить. Сейчас есть такой Руслан Вячеславович Курбанов, который очень сильно призывал здесь в Европе проводить митинги. Кстати говоря, евреи, которые из России, Михаил Веллер, например, которые говорят о том, что здесь засилие мусульман там, и так далее, и так далее. Вот этот Руслан Курбанов прямо говорит, что из России приезжают сюда, митинги проводят. Прямо у меня есть видео на YouTube-канале, по-моему, и в TikTok даже оно есть, что они проводят митинги, протесты в поддержку там сектора Газа, там арабов Палестины и так далее, и так далее. То есть россияне тут приезжают. И сейчас они под этим соусом будут против Азербайджана действовать. Вот этот Руслан Курбанов, он лезгин, но он пророссийский абсолютно стопроцентный, ему абсолютно плевать, я думаю, на лезгин. Ему важно, чтобы задача его хозяев это нанести вред Азербайджану. И это моя гипотеза, моя версия, друзья, по наблюдениям. И вы можете все сами это просто увидеть. И где-то, может быть, дополнить то, что я говорю. Где-то, может быть, опровергнуть то, что я говорю. Но сейчас такое время, когда хотят использовать лезгин. Не должны мы дать себя использовать. Мы, чеченцы, прошли через это. И сейчас мы оказались в лапах России и Русни, и нас дальше пытаются использовать, используют там, и против Украины нас отправляют. Мы все это знаем. Но сейчас такое время, ничего же не изменится, если лезгины, например, в этот период, когда сейчас Азербайджан может быть втянут в эту с Ираном, вот это противостояние, не только Азербайджан, там все по периметру с Ираном будут втянуты в это дело, и наносить удар сзади азербайджанцам, даже если у вас есть к ним претензии. Это будет, это будет очень-очень вредно для всех. Это будет выгодно только России. Никакого государства построить, никакой автономии построить не стремятся. Ведь земли лезгин были переданы в 2012-2013, да, когда вот сейчас вот эта демаркация с Азербайджаном происходила. Лезгинские земли переданы по желанию России. Она никогда не отдала бы эти земли. Тем более Азербайджан тогда оказался слабым, там сейчас это Ильхам Алиев там на коне, там у него там и в Америке связи, и везде там и так далее. А тогда Россия очень несерьезно относилась к Азербайджану и воевала, и там на стороне Армении много чего было. Это сделано для того, чтобы задеть чувства лезгин. Это должны понимать лезгины. Мы все кавказцы это должны понимать, что это делается не ради нас. И если какой-то человек будет говорить, вот мы сейчас должны там создать государство, азербайджанцы плохие, они там наш язык ущемляют, еще что-то делают. Я ни с чем не спорю. Абсолютно. И если азербайджанцы это делают, уважаемые азербайджанцы, к которым я с большим уважением отношусь, если они так делают, я, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Я буду стоять на тех, кто на справедливость, потому что нельзя ущемлять язык. Если есть земля, нужно отдавать, все такое. Но подождите, просто я прошу подождать. Ничего сверхъестественного не прошу, уважительно прошу, логично объясняю, привожу факты. Это делается, чтобы зажечь наш Кавказ, чтобы нас настроить против Азербайджана, против Грузии, под видом вот этих всех движений. И вот люди, которые борются за то, чтобы там здесь в Европе, да, мысль
завершу по поводу здесь против евреев, антисемитизм здесь в Европе нагнетается, то нужно понимать, что это оттуда направляются они, из России направляются сюда. И это делал вот этот Руслан Курбанов. И именно вот он схватился за эту израильскую вот эту тему и начал о ней говорить, писать там и так далее. Потому что под этим лозунгом, обвиняя и азербайджанцев в том, что они за Израиль, там, они там и такие, сякие, будут под религиозным соусом будут нападать. Именно для этого в Дагестан завезли уже вот этих террорюг, вербовщиков, там, их разных функционеров, их разных там проповедников из сектора Газа, и в Ичкерию оккупированную, и в Ингушетию, и в Дагестан. И они будут рассказывать глубинно, как нужно воевать против евреев и так далее, и, соответственно, против Азербайджана. Этого мы не можем никак допустить. Мы не можем никак с этим согласиться. Это очень-очень для нас опасно. И в первую очередь это опасно для самого лезгинского народа. Посмотрите, что стало ДНР и ЛНР, которые они создали, русские. Сперва их создали, накачивали, это годы продолжалось, несколько лет продолжалось. А проект уже есть, и это будет запускаться. В этом у меня нет ни малейшего уже сомнения. Вот этот по проекту ЛНР или там ЛНР, это будет Лезгинская Народная Республика какая-нибудь, Лезгиностанская Народная Республика и так далее. Посмотрите, что стало с этими людьми там. Все мужчины, первыми они их бросили в огонь. Просто как мясо. На Донбассе мужского населения практически не осталось. Тот, кто успел спрятаться, они остались. Все остальные, те русские, которых они спасать пришли. А посмотрите, если они к русским так относятся, к своим, так сказать, как они отнесутся к лезгинам, как они относятся к нам, кавказцам. Мы все прекрасно это знаем. Поэтому если будет втягивание Азербайджана, а скорее всего Азербайджан уже там как-то и втянут, и какие-то там процессы, может, уже идут. Я ничего не знаю, просто предполагаю. Конечно же, мы должны поддержать наш Азербайджан братский, мы должны поддержать братство и мир на Кавказе. А потом, ведь ничего нелогичного нет, что я говорю. И все равно на меня набрасываются. Причем, как бы ты ни пытался красиво, убедительно и уважительно донести до людей информацию, все равно на тебя наброски идут, чтобы вот как-то не нравится им, потому что мы раскусили их план. Мы раскусили. Этот план они готовились не сейчас, 20 лет назад этот план готовился. 20 лет назад знали, что придут туда американцы, что с Ираном рано или поздно будут решать этот вопрос, потому что империю, вот эту представляющую угрозу и для Запада, для Израиля, для Соединенных Штатов, американцы допустить не могут. Ни одной империи они оставить не собираются. Не знаю, сколько у них получится, но то, что они не собираются оставить, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Поэтому они готовились, мечети у нас настроили. Вот я к лезгинам обращаюсь. Посмотрите, они любят мусульман, они любят чеченцев, они нам настроили мечети, там столько эти. Зачем? Ведь можно же на улице молиться, можно под зонтиком молиться. Где угодно можно, неважно какой ты мечеть. Настроить дворцы целые, они мечети настроят. И туда посадили своих вот этих вербовщиков. Это для чего делается? Когда там сидит какой-то имам, и ты в огромной мечети, это производит впечатление. И молодой человек, который оказывается в этой мечети, в церкви, в мечети, там, в синагоге, неважно, у этого он пропитывается этим величием, этим. А хотя она не должна быть такая большой. Ты не должен воодушевляться стенами. Ты должен просто верить в Бога, там, быть нравственным, чистым, порядочным, честным, что уже редкость на самом деле в этом мире. И таким вот образом они пытаются нас сделать вечными такими террорюгами, нападающими на кого-то. Почему, когда шла война Ичкерии, почему вот эти силы, тот же Руслан Курбанов, который сейчас там, он пока еще про Лезгистан особо громко не говорит, но они к этому готовятся, они начнут об этом говорить. Уже там пробросы идут.
Почему они тогда не говорили о Лезгинистане? Самое удобное время было Лезгинистан тогда создать, когда Россия была отвлечена на войну против Ичкерии, против чеченского народа, против ингушского, дагестанского. Тогда нужно было создавать. Почему не создали? Потому что не было тогда России этого необходимости. Сейчас это нужно. В 10-13 специально отдали земли Азербайджану, чтобы сделать неприятно, чтобы обиду сделать, чтобы повод сделать. Понимаете? Нельзя, не допускайте, братья, не допускайте этого ни в коем случае. Вот как я считаю. Азербайджан может оказаться в очень трудном положении, возвращаясь к Азербайджану, потому что если с той стороны будет событие в самом Иране, а сзади с Северного Кавказа, из-за хребта будут нападать лезгины, чеченцы, ингуши под исламским флагом ради России. Не ради чеченцев, не ради ингушей, не ради лезгин. Нам это не нужно. Это вот, мы это видим просто, этот процесс. Поэтому нам сейчас очень важно, чтобы вот Северный Кавказ мы убедили, да, кто-то может, кто на работе, он пойдет. Он бесполезно, да, он на работе, как в Украину идут воевать насильно. Но чтобы это потом не... Они как планируют? Сам война запускается, маховик, и потом ты просто, вот это все вот эти спецслужбы, ФСБ, там, ГРУ, они в сторону отходят, они же умирать не хотят. Им нужны вот полезные идиоты, которые будут гибнуть, теракты совершать, еще что-то делать. Уже подготовленные там, наверное, уже имеются там кадры для всего этого. И вот они в сторону отходят, и как будто они ни при чем. Ведь сейчас Турция заявила, нападение на Азербайджан будет нападение рассматриваться как нападение на Турцию. Отлично, Эрдоган просто молодец в этом смысле. У меня к Эрдогану тоже претензии есть. Но сейчас мы должны все поддержать Азербайджан. Вот как я это вижу. Это очень важно для спокойствия всего Кавказа. Нам это очень важно. И, конечно же, и Армения, которая в плохом отношении была с Азербайджаном, ее тоже мы не должны оставить. Это наши люди, и мы все в одном Кавказе живем, и армян мы тоже не должны обижать. И азербайджанцев я прошу сейчас, как я прошу лезгин, чтобы не применяли какую-то там силу или эскалацию в отношении Азербайджана. Также я прошу азербайджанцев против армян не применять эскалацию и постараться ради общего Кавказского дома, общего нашего единства, спокойствия и мира, и стабильности не конфликтовать сейчас. Очень хорошо, что сейчас два президента пожали руки, договорились и так далее. И этот хрупкий мир нужно сохранить. Армяне нормальные, хорошие люди. Это очень хорошие люди. Просто так сложилось. Империя нас стравливала. Давайте будем жить в мире, в дружбе, как говорится. Пока вот ситуация в Иране сейчас будет развиваться, поэтому будут раскачивать. Поэтому говорят, вот Армения, сейчас мы СВО проведем, там русские, чтобы армяне засуетились, сказали, о, сейчас на нас русские нападут, надо что-то делать там и так далее. Потому что боятся, Россию боятся вот этой системы, которая нам накручивает. Мы должны остаться. Если мы допустим кровопролитие, и процесс запустится, русские просто отойдут в сторону и будут наблюдать, как мы будем друг друга убивать. Понимаете, это самое страшное. Вот что они хотят сделать. Мы не должны, да, где-то появится, полезный идиот появится, оболваненный фанатик появится, там, накачают какими-нибудь там препаратами, завербуют, там, это они могут. Но это будут единичные случаи. Вот сбитие азербайджанского самолета, это что было? Азербайджанский, я сегодня разговаривал со своим другом, он с Азербайджана. Он говорит, Аслан, на народном уровне, про правительство я не говорю, на народном уровне, он говорит, вот, азербайджанский народ, абсолютно подавляющее большинство с большим уважением относится к чеченцам. Помнят, как Басаев помог, поддержал в самое трудное для Азербайджана время. И мы, чеченцы, помним, как Азербайджан нас принимал, как нам поддерживал. Хотя у Азербайджана не было ни ресурсов, ни возможности нас принимать, держать. Но терпели, уважительно все было. И все чеченцы это отмечают. Все. И мы это запомнили. Именно поэтому тогда была попытка и был сбит азербайджанский самолет.
Это нужно было списать. Почему сразу же, как только был сбит этот самолет, он только-только упал на территории Казахстана, перелетев Каспийское море. Сразу же Хамзат Кадыров, племянник Рамзана Кадырова, заявил, что это мы, типа, украинский дрон пытались сбить. Понимаете? Откуда ПВО? Если бы тогда самолет упал в воду азербайджанский, мы бы не узнали, что на фюзеляже есть шрапнель от российской ПВО. Понимаете? И что там люди раненые были с этой шрапнелью. Понимаете? И тогда бы мы просто все и одновременно, очень важно, вы все должны это запомнить, пожалуйста, и распространяйте везде это. Как только вы увидите, что азербайджанцы, чеченцы, лезгины азербайджанцы начинают в интернете писать, знаете, это троллятина. Потому что когда произошло, я просто внимательно следил за этим моментом, именно в тот момент, когда обстрел был по этому самолету, сразу же появились какие-то масса чеченцев, которых, я нету таких чеченцев, которые ненавидят азербайджанцев. Может, какой-то чеченец найдется, но чтобы массово, вот он ждал, пока вот это произойдет, чтобы начать наезжать на азербайджанцев, и сразу появились азербайджанцы, которые начали массово на чеченцев наезжать. Понимаете? Это специально. И потом мы уже подключаемся, полезные идиоты, так сказать. Когда видят азербайджанец какую-то муть гонит на чеченца, как это он про меня так сказал, да ты кто, да ты что, и начинаю уже, я уже не тролль, а нормальный человек, подключаюсь. Точно так же азербайджанец видит, вот что это чечены себе позволяют, мы их так приняли, помогли, как обычно. У нас ведь все, у каждого есть что сказать друг другу, правильно? Особенно, когда мы злые, когда хотим где-то кому-то там между ребер пальцем ткнуть. Вот этим они и пользуются. И моментально началась вот эта грязня. А потом выяснилось, сбивали-то не кадыровцы, погода плохая была, сесть не могли. Неправда, погода отличная была. И в Дагестане не дали сесть, и в Чечне не дали сесть, в городе Джохар, бывшем Грозном. И подводили этот самолет под российскую ПВО, вот как утку. Я привожу пример, как утку на охоте подогнали и выстрелили русские. И потом чеченцы должны... Для чего это делается? Чтобы наша вот эта связь, историческая связь, дружбы, ее уничтожить. Чтобы мы друг друга сказали, вот и все, и началось. Вот это был прокол у них. Не получилось у них. Хотя более 30 человек погибло, к большому сожалению. Но это был рязанский сахар, когда они взрывали свои дома и обвинили в этом чеченцев. И напали на нас. Сейчас нужно что-то сделать азербайджанцам, и потом сказать, это вот чеченцы там делают. И азербайджанцы скажут, вот сволочи неблагодарные, мы им столько помогли, а они какие. И все, и пошла, катавасия. Понимаете? Вот для чего это делается. Нельзя это допускать. Нельзя сейчас вот этот Курбанов, который абсолютно плевать, как Кадырову плевать на чеченский народ, вот этим Курбановым и всем остальным им плевать на лезгинский народ. Закидывать каких-то два азербайджанца за что-то, какая-то русская община поймала, что делает. И вот это, так сказать, как нас они называют, черномазы и еще хуже, русскую общину закидывают, они там ведут русскую общину, двух азербайджанцев, каких-то, я не знаю, работяги, бандюги они, кто это там, барыги, не знаю кто. Какие-то два молодых пацана поймали, и их русская вот эта община ведет. И как Курбанов закидывает. Да он такой же для них, для этой русской общины, как и азербайджанцы. Но от Курбанов выставляет и показывает, смотрите, азербайджанцев туда-сюда. Не поддавайтесь, я говорю, уважаемые лезгины, уважаемые азербайджанцы, уважаемые чеченцы, ингуши, не поддавайтесь. Поддадимся, это для нас катастрофа. Понимаете, это для нас катастрофа. На десятилетие это катастрофа. Как только начнется проливаться кровь, когда уже люди заинтересованы лично уже, когда его брата убили, семью убили, все, в таком случае война имеет свои законы, свои правила. Все уже, ты уже не запускаешь, вот, знаете, воздействие, как ты с горы клубок снега оттолкнул, все, он уже своей жизнью живет, он уже набирает обороты, там где-то дерево свалит, камни он может там
потянуть вниз, еще там лавину образовать может. И уже это не может, но процесс запущен. Вот каким воздействием занимаются российские спецслужбы. И мы должны это избежать. Должен быть диалог, должна быть площадка. У нас среди чеченцев много российской агентуры под видом Ичкерии, под видом религиозных там разных там темы. Вот это тоже вы должны понимать, азербайджанцы. И ну, у нас есть правительство, президиум правительства, Алла Дудаева, Ахят Эдига. Вот с ними нужно налаживать контакты. Мой канал есть для того, чтобы мы здесь площадку создавали. Заходите, пишите, говорите. Если мы на самом начальном этапе разоблачаем, мы многое сможем предотвратить. Мы уже смогли, вот на своем канале, постоянно мы боремся, вот здесь боремся с этой провокациями российских спецслужб. В огромном количестве против нас они ведутся. И мы много раз нам удавалось, да, где-то не до конца, где-то не 100%, потому что очень мощные силы против нас используются. Но мы сделали так, что ни один чеченец не поехал воевать против Израиля. Сектор Газа призывали. Вы даже не представляете, насколько тот, кто следил, чеченцы все помнят, какая началась массированная пропаганда в этом смысле. Прямо вот я выезжаю, кто со мной, давай вместе, там, с флагами, там, Ичкерии, которые никогда не поднимали флаг Ичкерии, вышли на митинги, там, за сектор Газа, там, против Израиля, и так далее, и так далее. Ни один не поехал. Ни один. Поэтому нас слышат, нам доверяют, мы это знаем, мы это ценим, и мы свое доверие, оказанное нам, чеченским народом, не подведем никогда. И они это знают, да, не подведем. Поэтому есть площадка, мы готовы разговаривать, готовы. Наш президиум всегда был в отличном отношении с Азербайджаном, с Арменией, с Грузией. Соответственно, Грузия это первая и страна, которая нас признала, нашу Ичкерию. И Звиадгам Сахурдия, и Джохар Дудаев, это два близких друга были. Оба погибли во время от противостояния с фашистской Россией. Но вот мы все должны разобраться и помочь Азербайджану, помочь нашему Кавказу, нам всем, себе помочь, нам помочь, понимаете? Все, кто будет призывать нас к войне, раздроблению, под любым соусом, религиозные, национальные, территориальные. У нас, у чеченцев, столько претензий ко всем вот вокруг нас, кто находится. Просто вы даже не представляете, территориальные, все это наши земли, понимаете? Вот многих, да, все не будем так говорить. Мы это откладываем. Нет, мы миром хотим разрешать. Мы не хотим войны. Мы знаем, что это выгодно России. Она нас к этому подталкивает. Мы не должны ни в коем случае допустить этого. Понимаете? Потерпим, еще потерпим. Столько терпели еще. 2-3 года, 5 лет, мир изменится. И когда будет мир меняться, вот тогда вот новый миропорядок будет устанавливаться. Тогда мы будем. А если нас толкнут вот в эту братоубийственную кавказскую войну между собой, исламизм, терроризм, национализм, мы останемся просто на обочине вот этих всех событий, и просто мы будем инструментом в чужих руках. Ненависть нас будет пожирать. Ни к чему хорошему она не приведет. Вот так вот, друзья. Спасибо, Савелий, спасибо всем за подарки, друзья, в ТикТок. Так, давайте посмотрим, друзья. Я смотрю много комментариев. Я их немножко перемотаю, потому что я русский из Адыгеи. Друзья адыги, армяне, чечены, порядочные люди. А ты американский провокатор, говорит Алексей Головатенко. Смотри, русский, Алексей, я ничего против не имею того, чтобы, конечно же, у нас и русские живут на Кавказе. И должны жить русские. Если вот такие, как ты, не считают, что наша страна, адыгская земля, армянская земля, чеченская земля, она твоя. Понимаешь? У тебя ничего своего нет. Ты холоп. Понимаешь? Ты холоп. Я вот призываю кавказцев объединяться, в мире жить. Ты заходишь сюда и говоришь, не воюйте. Только лишь это я говорю. И ты заходишь и меня обвиняешь в каких-то провокациях. В чем? Я говорю, поднять бунт, поднять войну. Нет.
Я говорю, не дайте нас использовать в кровавой имперской программе, проекте Кечкин, который они используют против нас. У нас много живет русских, в Ставрополе живут много русских, это тоже Кавказ. В Адыгее живут, вы их всех почти вырезали, всех черкесов, адыгеев. Это тоже нужно не забывать. Я надеюсь, как когда-то немцы стали на колени и попросили прощения за геноцид евреев, также вы, русские, попросите прощения перед черкесами, чеченцами, другими народами. В противном случае ты нехороший человек. А все остальные русские, которые проживают, если они не имперцы и не хотят нашу страну сделать кровавым полем битвы, то добро пожаловать. Вы такие же граждане нашего Кавказа, как и все мы. Понимаете, русские? Мы не имеем к вам личной неприязни. Нету у нас этого. Нету. Мы хотим, чтобы мы все сосуществовали, все религии, все национальности. Понимаете? Никаких вопросов нет. Но если вы нас хотите стравить, вот как этот русский, который зашел, все это время, вот 30 минут я уже рассказываю о том, насколько нам нужно жить в мире со всеми. Он говорит, что я провокатор. Провокатор в чем? В том, что я разоблачаю их провокации и не даю нас использовать. Вот ко мне сейчас зашел Саграй Лезгияр. Да, это... Почему? Салам алейкум. И всех я призываю к миру, друзья. Салам алейкум. Почему чеченцы считают черкесов, адыгов братьями? Что их объединяет? Астемир, ва алейкум ассалам. Ну, во-первых, нас объединяет одна общая древняя история. Мы, как и с лезгинами, как и с армянами, и с грузинами, жили в одном государстве. И мы вместе много-много сражались. Черкесы выдвинули своим лидером чеченца, как мы знаем, шейха Мансура, и сражались. Черкесы большую цену заплатили за то, чтобы не быть рабами имперской России. И колоссальный урон они понесли. Мы это помним, знаем, и мы понесли. Нас осталось 6%. От 2 миллионов чеченцев осталось 6%. Черкесов тоже очень мало осталось. И весь Краснодарский край, Кубань, Адыгея, все это черкесские земли, наших дорогих, любимых братьев черкесов. В Иордании чеченцы и черкесы вместе оказались. И также вместе бок о бок служили, воевали, там защищали короля, царя, там кто у них. И мы знаем, что черкесы пережили страшный геноцид. Страшный геноцид. Их убивали, топили и так далее. Мы разделяем это горе вместе с ними и с таким уважением относимся к нашим черкесам. Их раздробили, черкесов, как сейчас дробят нас. И среди черкесов много пророссийских есть агентуры, которые вроде бы как будто за черкесские интересы, а на самом деле нет. Мы это знаем, имена знаем этих черкесов, просто я их не буду называть. Это сами черкесы пусть решают между собой. Поэтому черкесы это древнейший автохонный народ, как и лезгины, как и мы. И это вот что нас объединяет. Наша общая культура, общая религия, общие ценности нас объединяют. Мне кажется, у кавказцев вот отношение к традициям, культурным ценностям, семейным ценностям, они очень похожи у всех. И у грузин, и у армян, и у азербайджанцев, вне зависимости от нашей религии. Мне так кажется. Россия без Кавказа никуда, говорит Константин Петрович. Придется без нас вам как-то справиться.
Лезгины не враждуют с азербайджанцами, табасаранами, лакцами, аварцами. Да, так сказать. Это правильно. Аслан все правильно говорит. Спасибо, шейх Мамедов, спасибо. Брат от крымских татар. Приветствую, Ридвас. Приветствую, крымские татары. Что скажете про крымских татар? Респект и уважение я скажу крымским татарам. Вот что я скажу. Аслан, как ты заговорил про лезгин, тут же армяне и кремлевские боты подключились. А не потому, что они за лезгин, а потому, что они против азербайджанцев. Да, я заметил, я заметил это. Ко мне вот в ТикТоке вчера, позавчера, по-моему, писали, а потом в личку мне писали под видом чеченца, по-чеченски оскорбления от имени лезгин. Типа, а я ничего про лезгин плохого не говорил. Наоборот, мне еще несколько лет назад, год, два, три, я не помню, когда мне спрашивают про Лезгинистан, я, конечно, поддерживаю. Как кто не может поддерживать, если есть народ, если есть у них земля. Почему я, чеченец, который хочет, чтобы у меня тоже была своя страна, своя, она есть оккупирована, моя, чтобы она была, я не могу никому отказывать в этом праве. Никому, ни Израилю я не могу отказывать в этом праве, ни лезгинам. И я только о мире призываю. Было бы хорошо, я что-то говорил бы, хоть про кого-то плохо, допустим, да, или даже просто я говорю, давайте все вместе на Россию нападем. Я даже этого не говорю. Я этого даже не говорю. Захватит, потому что я на хвост наступил, потому что я раскусил ихнюю стратегию, их план Кечкин, это проект Кечкин, запомните это название. Любой человек, кто начнет нападать на Азербайджан, нападать там друг на друга на Кавказе, это проект Кечкин, который будет запускаться против американского и западного английского присутствия на Кавказе. В первую очередь. Против этого будет делаться. Потому что России нужен управлять, механизм управления нужен. Нужно постоянно воздействовать, как они воздействовали на Израиль через сектор Газа, через вот этих своих террористов. То они были большевиками, коммунистами, потом в одночасье, как Советский Союз перестал существовать, они стали исламистами. Неважно, под каким любым соусом. Они могут использовать исламизм, там, они могут использовать там что угодно. Что угодно. Главное, чтобы мы убивали друг друга. Для того, чтобы они могли оказывать воздействие. И вот поэтому они вот нападают. Им это не нравится. И самое главное, я не сказал ничего плохого. Ни сегодня про лезгин, никогда я про лезгин плохого не сказал. И не скажу, потому что я с очень большим уважением отношусь к этим людям. Я просто лично знаю, общаюсь, общался. И нечего мне сказать просто, если только назло сидеть и говорить гадости. А этого я говорить не буду. Придумывать не в моем стиле. Вот какая ситуация. Поэтому мы должны сохраниться и не дать тянуть себя в провокацию. После крови, после убийства уже все, этот механизм запускается, его не остановить. Вот главное на начальном этапе не дать это запустить. Вот что главное. Валейкум салам, гражданин Ичкерия, Машвоваль. Вот пишут, смотрите. Лезгины никогда не пойдут против дагестанского народа. Мы всегда вместе воевали против чужаков. Да, но дагестанские народы вас и не будут призывать воевать против дагестанских народов. Вас будут натравливать на Азербайджан. Понимаете? Вашу землю, когда шла демаркация, разделение как-то шло, передали русские. Понимаете, русские, они могли не дать эту землю Азербайджану. Азербайджан не ядерная держава, и тогда она была не очень в хорошем положении. Отдали, чтобы у вас были, и у вас обида к русским должна быть в первую очередь, понимаете, а не к Азербайджану. Но если у вас есть претензии к Азербайджану, я полностью вас поддерживаю в этом. Но только после того, давайте, когда все установится, и мирным путем.
Я первый буду, который будет на вашей стороне требовать от Азербайджана, если вы правы, требовать от Азербайджана, чтобы ваши отдали. Просто сейчас давайте не будем в этом участвовать. Давайте сейчас не дадим стать ЛНР и ДНР станем, которые потом нас будут бросать в огонь. Понимаете? Вот в чем процесс, вот в чем фишка, так сказать. Вот и все. А против дагестанцев вас никто не будет призывать воевать. Это же Россия. Россия у вас будет против Азербайджана. Таран, как запал. Главное, что запустить. Вот тема есть, запустили. А потом уже под видом лезгин. Они знаете, как делали? Убивали чеченцев во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Молодежь. С их документами своих сотрудников ГРУ отправляли в Сирию. Около 100 человек в начале 2017 года они убили и отправили в Сирию под видом игиловцев радикальных. Вот точно так же под видом лезгин будут туда засылать там всю вот этот сброд, который сейчас в Украине воюет. Оттуда все. Главное, чтобы черные волосы были. И даже, может, не черные. Да, отправлять и говорить, вот это лезгины все, лезгин. И начнется. И лезгины пострадают. Азербайджанцы, конечно, пострадают. И лезгины пострадают. И весь Кавказ запылает. И мы не должны этого допустить. Начало мы не должны допустить. Вот в чем самая важная задача. Вот все. Это есть государство. Есть Азербайджан, есть Армения, есть Турция, есть Грузия. Они все смотрят. У нас разные есть подписчики. Все видят, слышат. Мы должны какой-то сейчас выработать. Вот у нас есть президиум правительства. Умнейшие, опытнейшие люди. Алла Дудаева, Аяд Эдигов. Выходите с ними на связь. Государственном уровне. Признавайте нашу Чеченскую республику Ичкерия. Грузия признала давным-давно. Армения, Азербайджан, вы опоздали. Надо признавать как можно быстрее. Вот признавайте, договаривайтесь. Но не с Закаевыми, там, какими-то симулякрами, которых там вот часто вытаскивают, в Украине где-то показывают. Это катастрофа. Это симуляция, имитация. Это люди, которые предавали всю свою жизнь, предавали чеченский народ и чеченскую Ичкерию. Понимаете? И с этими нельзя. Если мы хотим избежать, потому что, как у спецслужб говорит, не можешь победить, возглавь. Понимаете? Они пытаются возглавить нашу Ичкерию. Но, слава Богу, наш президиум, наша власть сохранилась. В усеченном виде, в подполье находится, в тяжелейшем состоянии находится. Я сам объявлен террористом, экстремистом. Моя правозащитная организация, которая призывает только к миру, только мирным путем действовать, объявлена экстремистской на территории России. Ну, там и много родственников терроризируют, там, и используют против меня, и много-много чего. Не просто так я тут сижу, и у меня, то есть, говорю вещи такие, и это как-то Россия оставляет без внимания. Нет, внимание есть, полностью работа против меня, моих людей ведется. В огромном количестве. Поэтому это нужно, нам нужно быть, короче говоря, готовым, не дать себя использовать. Я армянин, и к вам с большим уважением, и спасибо за понимание. Арсен, большое тебе спасибо, Арсен. Мы хотим, у нас в Грозном, вот мы вчера с Аядом Эдиговым, стрим был вместе, можете посмотреть, там очень интересно он рассказывает и про армян, и про своих друзей армянских. У нас в Грозном жило очень много армян. У меня в классе учились со мной армяне. Отличные люди, всегда мы находили язык, всегда находили. Да, мы оказались в империи, да, империя нас стравливала, много-много было плохих вещей в истории. Но если мы сейчас не перевернем эту страницу, перед лицом угрозы, большой, страшной угрозы, которую нас хотят ввергнуть, потому что если туда придет американцы, Запад, они уже туда пришли, и если американцы, англичане закрепятся там, мы получим и технологии, и образование, и финансы, инвестиции, и защиту, в конце концов, которую мы, конечно, в первую очередь сами должны обеспечить себе. Если мы это, и чтобы у нас этого не было, нас хотят ввергнуть в ад, чтобы мы под религиозным соусом, под национальным соусом друг друга там ненавидели, убивали. Мы не должны этого допустить, понимаете? Не должны.
Меня могут в любой момент ликвидировать. Любой момент. За мной уже охота идет. Это я все знаю. Поэтому, если со мной что-то случится, не переставайте думать именно об этом. Вот что важно. Потому что для меня важно больше моей жизни, больше всего, чтобы проект, который они запускают на Кавказе против нас, чтобы на десятилетия, как 70 лет Израиль и арабы между собой воюют. Вот. И до сих пор это не закончилось. И еще там еще нагнетается, как мы видим. На глубинном научном уровне они доказывают, какие евреи плохие. Как в советское время они это делали. Понимаете? Это чтобы новые поколения ненависти взращивать. Вместо того, чтобы это все можно было бы закрыть, этот вопрос. Нет, Иран, Россия, вот начинают, КГБ, СССР, вот они работают в этом направлении. Мы должны бороться с этой ненавистью. Мы должны четко, прямо указывать, откуда исходит это зло. Откуда нам навязывается это. Да, мы все грешные, мы все плохие, как и хорошие. Но мы можем договориться всегда. Мы все можем договориться. Всегда можем найти общий язык. Среди нас есть очень много хороших людей, не только плохие есть. Вот мы должны понимать. Поэтому я очень рад, что Армения и Азербайджан помирились. Хоть что бы между вами не было, между нами и русскими намного больше было, чем между вами и азербайджанцами и армянами. И все равно мы с русскими тоже договоримся. Те русские, кто живут на Кавказе, это наши люди. Мы ничего против них не имеем. Мы будем жить с ними в мире. Главное, чтобы они не хотели нас убивать. И вот и вы не должны. Вы же поговорили, договорились. Все, нужно договариваться. Вот к чему я вас призываю. Спасибо вам большое, друзья. Пожалуйста, не забывайте о том, что я говорю. Это может быть вам всего лишь это ролик в YouTube. Для меня это целая жизнь. Я многое уже потерял. И для меня не имеет значения, что главное, чтобы мы остались единым кавказским домом. Вот что для меня очень важно. На этой прекрасной ноте, дружественной, братской ноте, я хочу закончить свой сегодняшний стрим. Спасибо вам большое, что смотрите и поддерживаете. Распространяйте ссылку на наш стрим, распространяйте правду. Пусть больше людей узнает правду. Аслан, и рядом с тобой есть верные друзья. Я знаю, Ламаназ. Спасибо вам всем, друзья, братья, всем верным моим товарищам, друзьям моим, братьям, которые не оставляют меня, несмотря на мой скверный характер. Всего самого хорошего. Адикюэль Маш Ойл. До свидания, друзья.